председатель Якутского республиканского отделения Всероссийского общества по охране памятников истории и культуры. Да. Васильев Руслан Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что пришли к нам в музей, согласились рассказать о Якутске. А начнем мы со Острога. Так как у нас недавно прошел день рождения, 388-летия нашего города, расскажите, с чего все начиналось? Ну, конечно, вот дата города Якутска образования, да, она начинается 1632 год. Это когда был построен первый острог Бекетовым, да, и то не на территории, сегодняшней территории, а в 80 километрах примерно на той стороне, в районе там Намского улуса, скажем так, да. Потом он несколько раз передвигался, а, собственно говоря, уже вот на этой территории, где вот сейчас расположен город Якутск, острог был перенесен в 1643 году, это был Головин, да, вот мы называем Головинский острог. И он стоял недалеко, скажем, на Зеленом лугу, ближе там к Зеленому лугу, районе там, где вот сейчас располагается вот кружало, вот, кстати, вот на этой картине, да, Эдуарда Васильева, вот мы видим как раз кружало, да, прекрасное деревянное здание, и вот там видна уже река Лена, видна даже полосочка, и вот примерно здесь и располагался первый острог. То есть сейчас кружало стоит на том же месте, где он раньше стоял? Ну, примерно, да, скажем, ну, острог был, стоял, а вот уже перед острогом уже начиналось там кружало, торговые ряды всякие были там, да, потому что в самом остроге этого не было, потому что это как бы располагалась администрация, там была, скажем, тюрьма, там была казна, там, да, ну, в общем, такой вот административное хранилище, там арсенал хранился, там оружие. Рынок, там, по-моему, еще был. И потом, да. Затем вода, у нас же вот река всегда затапливает город Якутск, да, буквально вот и в наше время, да, были случаи, когда река заходила в город Якутск, и поэтому сейчас у нас набережная, там по улице Чернышевская, она построена с дамбой такой, да, чтобы, для того, чтобы река не могла подниматься и заходить в город Якутск. И плюс еще поставлена 202 микрорайон, там дамба стоит, да, поэтому как бы река маленько отошла. А в те времена, конечно, река она была близко, и поэтому острог стала подтапливать, и уже следующий воевода Кравков уже было принято решение перенести его маленько вглубь. И его перенесли уже примерно на территорию площади Дружбы, там где Троицкий собор, да, это как раз вот та территория, скажем. И что интересно, когда строится острог, всегда, ну, там торговые люди, ремесленники, они начинают обживать эти территории. И остроги всегда обрастают посадами. Скажем, вот где мы находимся сейчас, это вот, наверное, территория самого старого посада. Да, вот, когда люди стали здесь вот обживать эту территорию, примерно начиная с 1643 года. Здесь уже стали жить люди, и тому подтверждение, скажем, вот недалеко от нашего музея идут раскопки. Да? Идут раскопки, проходят, и там находят уникальные вещи, вот, то, что использовали люди там, да, и даже, скажем, определяют, ну, скажем, рацион питания. Даже можно определить рацион питания. Недавно туда подходил один ученый, да, который писал научные труды о том, вот, допустим, рацион питания горожан города Якутска. И он предполагал, что в основном, так как мы живем у реки, в основном это была рыба. Мяса было меньше, а преобладала рыба, да, скажем так вот. Ну, это логично. Да, по логике, так. И он об этом писал. Но, когда он пришел на раскопки, на эти, и там посмотрел то, что достают из земли наши археологи, и там оказалось наоборот, и он сам говорит, надо же, я думал так, писал так, оказывается, рацион-то был другой. В основном питались мясом, а рыбы-то было совсем мало в рационе. Видите, как они определили это? Ну, потому что там же для археологов всегда самое как бы хорошее, любимое место, где покопаться, что-то найти, это, конечно, вот отхожие ямы.
Ну, там, где бросают мусор, что-то там, старую обувь люди бросают, все там, отходы еды, там, да, и поэтому, конечно, вот кости поели там мясо, да, вот косточки, все, и бросают там на помойку, грубо говоря. И там это все как бы копится, годами копится, и уже, пожалуйста, для археологов, здесь они, конечно, уже, для них это как бы могут определить интересы людей, образ жизни, образ питания какое было, да, понимаете, вот, какую обувь носили, там, и прочее там находят. Там даже находили, там, скажем, интересные там, значит, парфюмерию, там, да, какие-то бутылочки с духами, там, что-то еще. Привозное, да, что-то? Да, это было где-то из центральной России, из-за границы там, да, привозили. Или, скажем, такую уникальную вещь нашли, да, вот, я сам просто был удивлен. Мы иногда говорим, ну, вот в древности, там, в старые времена люди вообще там за собой даже не мылись, может быть, там, да, грязные ходили, что-то еще. А там нашли зубные щетки, самодельно сделанные из бивня мамонта. Кстати, и просверлен дырочки, прямо под щетину сделаны дырочки, и там, значит, кто-то скрупулезно сюда вставлял щетину, значит, зажимал, и, ну, люди, значит, чистили себе зубы. Ну, это говорит о том, что все-таки вот люди, да, вот даже в прошлые века, несколько веков назад, они... Современно жили. Да, современно жили, они соблюдали гигиену, все там, да, вот, вполне как бы вот, как и сейчас. Поэтому вот такие вот открытия очень даже интересные находим. Вот как вот жили люди в прошлые века. Вот, пожалуйста, археологи, вот когда находят, это же конкретные факты, это не фантазия там какая-то, там, да, не выдумки, а это вот реальные артефакты, которые находят в культурном слое Земли. Это интересно. Вы недавно приехали из Таты. Да. Что вы там делали? Мы были в Черкесском музее, это политические ссылки. Вообще вот у нас в России есть такое мощное движение Том Сойер Фест. Она охватила уже более 40 городов, и когда туда приезжают волонтеры со всей страны, ну, скажем, больше центральной части приезжают, и, скажем, и даже с ближнего и дальнего зарубежья, и они начинают как бы восстанавливать старые дома. Их красят, там, да, чистят, прочее, и вот дома преображаются, новая жизнь у них начинается, да, это же здорово. И здесь помогает предпринимательское сообщество, которым интересно история, там, да, и они вот вкладывают свои средства, а волонтеры работают, выполняют там. Ну, для волонтеров что нужно? Нужно желание огромное, чтобы были кисти, краски, там, что-то еще такой подручный какой-то материал, и они это делают. И к нам, когда вот была у нас конференция отчетно-выборная нашего общества, к нам приезжал как раз как бы основатель этого движения, Кочетков. Мы с ним долго общались, и тоже, а почему бы у нас в Якутии не поднять это движение? Это в каком году было? Это вот нынче весной, в этом году весной. И буквально, скажем, думали об этом, и только мы назвали не Том Сойер Фест, да, а назвали наш Сорун Амалон Фест. Потому что все-таки у нас есть великий человек, лидер, духовный лидер нашего народа, да, Дмитрий Конович Сивцев Сорун Амалон. Это великий человек, писатель, герой соцтруда, там, да, ну, много наград, регалий. Но самое главное, я считаю, там, помимо всего то, что он сделал огромного, он основатель нескольких музеев под открытым небом. Кстати, он основал эти музеи. Который находится в Тате. Да, есть в Усть-Алданском районе, в Татинском районе, да. И самое это главное, как раз это общественным движением, чисто волонтерским движением он это все создал. Когда предприятия прямо коллективом шли и какие-то дома брали и переносили сами там, да, ставили и сохраняли нашу культуру, нашу историю. Вот для нас, конечно, он как особенно для нашей организации, и плюс ко всему еще он не только, я считаю, первый волонтер в республике, но и один из основателей Всероссийского общества охраны памяти истории и культуры в республике Саха-Якутия. Который вы сейчас продолжаете. Я возглавляю, да, теперь я возглавляю. А вот в далекий 67-й год
когда возникло это движение в России, там, в Советском Союзе, и, конечно, было открыто отделение республики, вот один из основателей этого движения был Дмитрий Конович. Да? Поэтому, конечно же, мы, если у нас есть такие люди, да, зачем нам Том Сойер Фест? Да? Поэтому мы, конечно же, назвали наше движение Сорон Амалон Фест. А фест это как раз это, вот, и написано у нас, там, Сорон Амалон, это по латинице. Это вот старый якутский алфавит, как бы дань уважения к нашей письменной культуре, да, языковой, скажем, культуре. И, скажем, а фест это уже, как бы, уже английское слово, да, фестиваль, фест, это уже взято от Том Сойера Феста. Да? И, конечно, это претензия у нас, опять же, это на такой международный уровень, чтобы и к нам в Якутию приезжали не только с Дальнего Востока, но и наши соседи, скажем, вот, с южноазиатского континента, скажем, да, это Япония, Китай, Корея, там, да. Почему бы они не могли к нам приехать и оказать помощь в сохранении нашего культурного наследия? А волонтеры откуда были? Они были местные или приехали откуда-то? Да, нет, волонтеры были у нас в основном из Якутска были, да. Это как бы вот движение, мы начали это движение, конечно, первый костяк это из города Якутска выехали, мы там 5 сентября выехали, много было и девушек было, да, они, конечно, там не занимались такой трудной работой, физической работой, они больше как бы облагораживали территорию, там, значит, косили траву, потом собирали все это дело, да, ну и в принципе вот занимались такой работой. А мужчины, вот мы взяли в себе один объект, это юрта Балаган Прощанского. Кто это такой? Это вот полицейный был, да, народник такой, да, он, приехав в Якутию, он здесь женился, он жил, у него была семья, 2 дочки у него были, и он, конечно, написал несколько книг о шаманстве, о якутской вере, там, да, вот, такие вот научные труды. Ну, вообще вот полицейные, которые были здесь, они большой вклад несли вот, в изучение, наверное, вот, культуры, истории там, якутов, да тоже здесь Ярошевского, да. Сегодня мы все читаем книгу «Якуты», там, да, вот. Это уже как бы становится как бы настольной книгой, классика, настольная книга, когда мы изучаем нашу республику, быт, там, да, у нее расписано и география, там, и животный мир, там, и жизнь, и верование, и все, в общем-то, да, вот все по полочкам разложено. И действительно, когда надо, мы вот именно там листаем, да, или, скажем, Пекарского взять там, да, вот, ну, люди оставили яркий след в нашей истории, в нашей культуре. Поэтому и Трощанский тоже был вот из тех людей, которые несли что-то светлое, да, вот, нашему народу. Ну и тут, конечно, для меня интересно было и то, что мы с ним связаны, ну, некими такими родственными узами. Вот у него было 2 дочери, как я говорил, а одну из, когда его не стало, одну из дочерей, значит, ну, матери было трудно вот, поднимать эту свою семью, содержать семью, и поэтому вот одну из дочерей удочерили из города Якутска Меликовы. Это, значит, 2 брата было. Один был областной прокурор, а второй судья. И вот как раз Сергей Меликов, он судья, он как раз удочерил. А один из дедов моих взял его в жены. Да, вот. Ну и вот как-то получилось, что такая вот родственная связь. И есть, конечно, какие-то обязательства. Да, вот. Обязательства отдать вот, дань уважения такому человеку. Поэтому мы взяли этот объект, чтобы отремонтировать, но и при визуальном осмотре, у нас был дефектный акт, конечно, и там, в принципе, работы были несложные. На первый взгляд. Да, вот можно было, в принципе, в течение, скажем, 10 дней все это выполнить. Там несколько бревен заменить, сделать там, да, и потом дальше уже все там облагородить. Но когда мы вскрыли, с крыши убрали землю, со стен тоже, да, штукатурку все убрали, оказалось, что дом-то действительно оказался 100% как бы износ.
Да? Это оказалось, что надо полностью все бревна менять, стеновые там, да. Это очень большой объем работы. И, конечно же, за 10 дней, которые мы, как бы, вот наша группа выехала, мы не успели за это время сделать. Поэтому работа продолжается. Сейчас уже вторая волна туда выехала, там работают, да. Поэтому я думаю, что где-то мы все равно этот закончим. К зиме этот объект будет выполнен. Мы взятые на себя обязательства должны выполнить. И мы это сделаем. Он Конечно. будет уже Восстановлен. отремонтирован, да, он может еще стоять лет 100, будет лет 100 стоять, потому что мы же взяли еще и современные такие пропиточные материалы, да, вот это силор, так называемый силор, да, который пропитывает дерево, и дерево приобретает такие свойства, уже каменеет, он становится, уже не может взять его, скажем, плесень, там, прочее, сырость, она уже такая становится долгосрочный такой, да, уже капитальный, на века уже. Я думаю, так мы и сделаем, так оно и будет. Да? И поэтому хотелось бы, чтобы последующие там, а вот за нами уже в Усть-Алданском Улусе там, да, энтузиасты тоже стали восстанавливать свои объекты там старые. В Намском Улусе, да, вот стали. В Усть-Алданском сейчас тоже музей «Дружба», тоже они подхватили наше движение, вот движение «Сорвано Малмфест», и тоже начинают этим заниматься. И в самом Татинском Улусе, скажем, мы вот локально занимались на территории Шиткевского музея, но и там уже в Торокёле, там, да, в других наслегах люди тоже стали как бы собираться, энтузиасты такие, и ну, почему бы не восстановить какой-то объект, который как бы много говорим, но надо сохранять, где-то вот взять и сделать, да, вот взяли, и люди начинают делать. Это для меня очень здорово, потому что вот то движение, оно оказалось востребованной, да, вот. Люди начинают как-то вот Схватывать, думать, да? да, и собираться, и вот действительно это абсолютно такое волонтерское свободное движение, да, когда люди не просят с государства там, денег, с кого-то еще, там, собираются сами и восстанавливают объекты. Это же здорово. А у вас это откуда пошло? Вот эта вот любовь к зданиям старым, восстанавливать? Ну, вообще, это, наверное, если глубже так вот взять, начиная с 90-х годов, ну, я был тоже заместитель министра культуры, да? И, к сожалению, в то время мы как-то не особо обращали вот на это направление. Ну, стоят дома, да стоят. И в то время как-то их было много там, да, и об этом особо не задумывались. И на самом деле и на федеральном уровне этого и не требовали. А сейчас что-то поменялось? Да, сейчас как-то, да, уже Историческое наследие, поменялось, да, все меняется. И когда становится этих деревянных объектов, к сожалению, время безжалостно, наш резко континентальный климат, да, жаркое лето, холодная зима, там, да, вот это все влияет на дерево, и оно начинает как бы вот под влиянием этим уже, скажем, умирать, да, вот, начинает гибнуть эти объекты. И как раз вот как-то и потребность в обществе какая-то вот возникла, вот стали люди думать о своей истории, да, о своем родословии, там, да, вот, откуда мы, кто там, кто твои предки. Сейчас как-то становится такой тенденцией, когда люди начинают думать, откуда они родом вышли. Ну, да? это какая-то осознанность же, Да, да? вот это уже, да, это, наверное, вот, время такое, подходит время, какое-то время собирать камни, наверное, да, вот сейчас. Наверное, с этим связано. И вот сейчас, вот почему я этим занимаюсь, да, наверное, вот одно как раз тот момент, когда, работая в Министерстве культуры, мы как-то вот не замечали этого. И вот сейчас, когда приходит осмысление, вот это вот то, что я не сделал в то время, да, оно все равно, вот я не сделал, оно же в подсознании здесь сидит и требует, и есть определенное чувство вины какое-то, да, вот за то, что когда-то мы не сделали. И это, конечно, тоже вот послужило таким фактом, что я занимаюсь именно сейчас сохранением нашего культурного наследия, особенно, скажем, деревянного зодчества. Смотрите, мы стоим возле картины художника Попова Ивана Васильевича. Якутск конца 17 столетия. Он написал эту картину в 1928 года и воссоздал точную копию старого Якутска.
То есть это центральная часть Якутии. Давайте скажем, что вот о чем мы говорили, Острог, который стоял возле Дружбы народов, а вот вы, как говорите, это вот театр опера балета. Ну да, 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 да. Конечно, вот это было вот мощнейшее сооружение построено, да, вот именно вот Кремль там, да, такой мощный, там, смотрите, уже капитальные такие строения. И это не просто так построили. Это, в принципе, вот иногда споры, что вот против якутского народа, это вот чтобы народ держать в неволе там, да. А на самом-то деле здесь уже вплетается геополитика. Наши казаки, вот именно из Якутска, они дошли до Амура. Они построили Албазинский острог. И там, значит, происходили очень такие много таких вот событий, да, они, скажем, стали мешать Китайской империи. Да, вот уже влияние там, да, вот маньчжурской династии в Китае, и уже они несколько раз пытались, осаждали эту крепость, Албазин, там уже писали письма нашим казакам, вот убирайте свой Якутск, там, значит, собирайте свой Исаак, стреляйте соболей, иначе мы придем в Якутск и полностью вас уничтожим. Появился? И появился, конечно, тогда уже капитальное сооружение, оборонное сооружение, это вот Кремль, и потом уже следующий воевода построил еще дополнительное, уже Вот острог, мы видим острог, вот уже видите, да, вот это наша надвратная башня Якутская острога, которая сохранялась до 2002 года. К сожалению, сгорела, и благодаря академику архитектуры Аполловникову, он реставрировал эту башню в свое время, полностью сделал обмерные чертежи, и вот именно по сохранившимся этим чертежам, обмерным, да, эта башня очень быстро была воссоздана. Да, полная копия, да, буквально за 2 недели наши мастера эту башню воссоздали. И она сегодня стоит и радует глаз, и эта башня потом, после 2002 года, почти 15 лет простояла такой бесхозной абсолютно, и когда наша организация появилась, мы ее как воссоздали, когда мы сразу, конечно же, попросили ее отдать нам под наше попечительство, и вот уже почти 5 лет, наверное, мы вот смотрим за ней, там у нас прекрасная выставка об истории города Якутска, об истории Острога, всего этого, да, много посетителей бывает, туристов здесь, и я бы хотел сказать, что именно это содержит наша общественная организация. Не за счет бюджетных денег, там, да, а именно благодаря нашим горожанам, которые приносят нам какие-то артефакты, свои семейные реликвии приносят, они здесь хранятся. Тоже, скажем, сказал бы, что Сардана Владимировна, да, вот она принесла свою семейную икону. Принесла и подарила нам, да, вот не нам, а вот башне нашей подарила. Сейчас башню, эта и она, икона там находится. Да, и так вот многие горожане что-то приносят, и оно тут хранится, и, в общем-то, можно здесь увидеть, посмотреть. То есть художник полностью воссоздал в те времена, 17 столетия, ровно так же выглядел город Да, Якутск. конечно, потому что, скажем, до 1922 года еще, скажем, остатки этой крепости сохранялись. Также, скажем, вот наша надвратная башня, она стояла на своем родном месте, да, вот здесь. И, скажем, та западная стена Кремля с 3 башнями, она тоже сохранялась, да? Она стояла там до 1922 года. Хотя, скажем, остальные уже были снесены, там прочие, и там были проданы, а та часть сохранялась. И почему до 22 года? Да потому что, скажем, была гражданская война, и город Якутск был в полной осаде повстанцами, да, осажден был повстанцами. И невозможно было из города выехать. А у нас была электростанция, единственная в городе Якутске. А чтобы был в городе свет, нужно, чтобы электростанция работала. А она работала, топилась дровами. Тогда было принято решение все деревянные постройки пустить на дрова. То есть и поэтому она исчезла? Да, она исчезла. И даже вопрос стоял об этой башне, вот надвратной башне Якутского острога, тоже должны были ее пустить на дрова. Но его перенесли. Но был там такой наркомфин Семенов, который, в общем-то, был такой просвещенный человек. Он переписывался с Горьким, такой вот был, да.
любил историю очень. И он попросил сохранить эту башню, оставить, но взамен отдал свои полностью дачные постройки со всеми там, да, вот дом с постройками, все отдал на дрова. И вот благодаря одному человеку эта башня сохранилась и стояла до 2002 года. Да, отдал свой дом со всеми постройками, чтобы только сохранилось это прекрасное сооружение. Если, скажем, вот тоже кружало, если в детстве я видел его, да, вот это вот деревянное кружало, оно стояло, мы ходили там здесь, а когда оно было ведь потом там как общежитие, жили люди же, там мой друг жил, я к нему в гости приходил. Недалеко с этим кружалом был рынок, да, обязательно мы приходили на рынок, там, да, там все. Вот часть жизни такой. И потом в один миг кружала не стало. Его просто за ночь снесли, и А все. почему его снесли? Ну, вот не знаю. Хотя это был уникальнейший объект, начиная, скажем, от Очень Урала, крупный. да, вот в Сибири, на Дальнем Востоке, это был уникальнейший объект, сохранившийся до наших дней. Больше нету, нигде таких не было. Его не стало. Чиновники взяли и снесли. И непонятно по какой причине. Ну, снесли, решили воссоздать новое. Сегодня, конечно, кружало есть, да, это, ну, чистый новодел. Да, а вот того, конечно, вот, сила тех аутентичных объектов в том, что когда ты можешь увидеть, как мастера делали, да, вот, как рубили мастера, какие делали по дереву связки, там, да, вот, оно дышит, оно прикоснешься к дереву, там вот есть история. Мы плавно перешли к старому городу, Кружало. Да, вот, скажем, у нас есть старый город, да, это, в общем-то, все новоделы там, да, вот новоделы, и там всего два объекта, вот аутентичных два объекта. Это вот дом-музей Амосова и Русско-Азиатский банк. Все остальное это... Все остальное это новодел. Да, вот. Они, конечно, сделаны по мирным чертежам, все там, да, но это новодел. К сожалению, скажем, тот же вот, магазин «Династия», да, вот, стоит там, да, а это же ведь дом Валериана Васильева. Он сделан по мирным чертежам, стоит здесь. А в это время оригинал, он умирает. А где он? Он стоит на улице Кирова 7/11. Этот просто он, территория заболачивается, там сейчас новое строительство должно быть, начинаться новое строительство. Этот дом никому не нужен, начинает представлять, как сиротливо стоит и умирает дом. Вот Печально. такие подходы, да, вот, интересные у нас были, когда при наличии оригинала дома, да, мы создаем копию. Копию создаем, и она стоит красиво, а оригинал умирает. Вот. Печально. Это же, или, скажем, вот у нас в глухом переулке, там стоит магазинчик, соляная лавка. Вот представьте, она стояла, соляная лавка, была, я ее видел, там, заходил в нее, руками трогал, да, соляную лавку. А вот взяли ее, просто снесли, соляную лавку, поставили новодел, на ее месте поставили новодел. А это было самое старое здание, скажем, в городе Якутске, которое сохранившееся, да, вот. Сейчас вот нету. Но у нас теперь есть зала, где мы Да. можем И исправить вот туристы, всё да, это. вот, а мы же вот работаем с туристами тоже, они вот, когда посещают, вот по старому городу их водим, показываем там, да, ну, особо-то как бы, они там не задерживаются долго. И их ведем в залах там, да, вот. Где разруха полная. Полная разруха. Знаешь, это дорога там в грязи там. А туристы там пропадают часами. Ну, потому что там резьба красивая. Потому что, сама, да, вот это потому вот что всё. там это дерево, эти дома живут. Да? Они как раз вот именно дома своей эпохи. Вот можно посмотреть, как жили люди, скажем, вот в конце 19 века, начало 20 века. Да? Вот они дома. Можно посмотреть, как строились наличники. Да, это не современные там, да, новоделы. Все вот именно эксклюзивные ручной того, работы. да, того. И ты можешь представить, как плотник это вырезал, делал это все, да, как рубил эти стены, как связки делал там, да, вот это все, вот это истинное, потому что это истина. Поэтому, скажем, для тех же молодых архитекторов, да, они могут смотреть и изучать. Как ты будешь изучать в старом городе, на этих новоделах, да, ну, невозможно. А вот здесь, в Залаге, это все натурально стоит. Да,
обветшалые дома, да, там кривые там они, но они натуральные, они вот те объекты, которые вот можно потрогать, и та энергетика того периода в них есть. Мы в свое время, еще в 2016 году, тогда был мэром у нас Асен Николаев был, да, он поддержал нас очень здорово в этой нашей работе, и мы разработали концепцию сохранения якутска деревянного, именно в заложенной части. Мы тогда обследовали все наши дома деревянные, наиболее интересные, начиная со Старой Табаги, да, вот Владимировка, Марха, Кильдянцы, Маган, там, да, мы вот и зафиксировали наиболее интересные дома, которые требуют сохранения, скажем, да, и которые возможно перенести вот в залог. И вот мы такую работу большую очень сделали, и на основе вот нашей концепции в прошлом году был объявлен российский конкурс среди архитекторов уже на архитектурную концепцию. И вот победила московская компания под руководством Нарине Тютчевой. Это вообще очень такой мощный специалист, да, а ведь принимали участие и наши якутские тоже архитекторы. Они не прошли, потому что у нее концепция была очень интересная, именно сохранение исторической среды. И даже те коммерческие объекты, которые там должны быть, они одноэтажные, небольшие, и чтобы они как бы не выпячивались, что ли, вот в этом старом городе, в старой части, да? Тогда как, когда, скажем, наши архитекторы, они стали строить, чтобы сохранить это старые дома, какое-то финансирование, они стали строить там высотные торговые центры, там, да, вот. И когда стоят огромные торговые центры, и среди них маленькие деревянные дома, просто они там теряются, и разрушается историческая среда. А все-таки главная задача – сохранить эту историческую среду, этот исторический ландшафт, там, да, вот, чтобы был кусочек зеленого луга, сохранился он, чтобы озеро там теплое, там, да, это раньше всегда было заложное озеро, да, заложное мы называли всегда, потом почему-то стало теплым, ну, стало теплое. Этот кусочек озера сохранится, эти улочки должны сохраниться, эти дома там деревянные. И вот сейчас мы ставим перед собой задачу, и очень рады, что нас все поддерживают, что именно сохранить аутентичные деревянные дома. Это масштабная задача у вас. Да, конечно, это задача же огромный непростая, район. Непростая задача, но тем не менее надо идти в этом направлении. Потому что если мы не будем сохранять нашу историю, ну что мы нашим внукам, правнукам расскажем, да? А я когда был мальчишкой, я там в Залоге бегал, а там были улицы чурочные, да, вот. А их сейчас нету. А я помню, там были улицы чурочные, там, да? Это же здорово. А мне бы хотелось, чтобы мои потом внуки, правнуки тоже пришли когда-нибудь в Залог, и там тоже улицы чурочные. Знаете? А вообще сейчас вы можете сказать, когда, в какое время, в какой год это все начнется делать? Нет, эта работа уже идет, да, эта работа уже идет, потому что вот сейчас вот, то, что концепция Тютчевой, да, архитектуры, она сейчас начинает реализовываться. Мы вот буквально недавно провели заседание комиссии при мэрии города Якутска, а вела ее как раз Ардана Владимировна, она председательствовала, и сейчас будет подписано первое концессионное соглашение на перенос как раз дома Валериана Васильева. Вот с Кировой улицы в Залог мы должны перенести, там уже есть место, куда поставить этот дом, да, уже будет там стоять. То есть уже, дело пошло уже. Да, есть уже инвестор сам, да. Следующий у нас объект, скажем, вот на Чернышевска 26, а там в свое время жил Дмитрий Конович Сурнамалон, там жил. Полдома, правда, сгорело там, да, и сейчас тоже уже город расселил жильцов, он сейчас уже пустой. Мы взяли этот объект на ответ хранения, вот мы, общество Вайпик, да, мы взяли на ответ хранения, и сейчас готовится документация, чтобы этот дом тоже передать инвестору, чтобы его восстановили там, да. То есть вы находите инвестора, инвестор вас финансирует, вы восстанавливаете дом? Нет, мы не восстанавливаем, да, наша задача создать условия. Вот мы находим инвестора, инвестор пишет заявку в мэрию, и ему объект передается на концессию, там на 49 лет. То есть аренда долгосрочная? Долгосрочная, да, и он на 49 лет уже использует объект
по своему, скажем, усмотрению, но это уже скажем, не просто чего захочет, он всем может заниматься тем, чем пожелает, но там есть определенные рамки, потому что эта территория, скажем, она предназначена для культурно-туристического такого направления. Да? Поэтому вот в этих как раз области и должен этот объект служить. Там может быть небольшая, может быть, гостиница, да? Небольшое кафе там может быть какой-то небольшой музейчик, там что-то еще вот в этом направлении. Культурно-досуговый центр, да, район? Чтобы туристы или гости нашей столицы, придя туда, не могли, в общем, там отдохнуть. А когда вот все начнется? Сколько инвесторов туда вообще? Сколько их? Только один пока есть? Ну вот, нет, уже несколько инвесторов есть, да, и даже, скажем, у нас строительная компания, которая вот на той территории, скажем, в Заложной начинает строить, они вот сейчас мы ведем переговоры, они даже изъявили желание, один из объектов, который как бы им мешает при строительстве, они готовы за счет своих средств перенести на территорию охранной зоны. Понимаете, да? Это тоже вот очень здорово, когда вот застройщики, да, они готовы тоже поучаствовать в этом таком благородном деле. Им даже самим интересно. Вот почему бы не вложиться, да, вот, и перенести старый объект, поставить, чтобы он радовал глаз горожанам нашим. Да? Это вот здорово, когда, я бы так назвал, когда есть социально ответственный бизнес. Это немаловажно. Это очень важно, да, это очень важно, потому что если сперва мы подтягивали, конечно, своих там тех же строителей, да, кто занимается в бизнесе, вот те, которые близки к истории, им как бы кто-то в детстве, в молодости был в археологических экспедициях, там, да, кто-то занимался изучением истории, там, да, поэтому, ну, не просто человек он взял и будет как бы ставить старые дома, заниматься им, потому что у них какая-то основа есть, да, вот тяга к истории какая-то, да, и для них это интересно, потому что здесь не бизнес в первую очередь, а в первую очередь именно сохранение объекта, потому что здесь долгий. Одно дело поставить на этой территории 16-этажный дом. Заработать денег. Заработал деньги, все поставил, и все, и нет и истории, готово, да? нет И у тебя будет наследия. супер прибыль какая-то. А здесь надо вложить средства, а потом ведь не просто, а это воссоздать дом начала 20 века. Это резьба, там, да, наличники, все должно быть именно, вот именно как в те времена было. Ну и он еще будет служить как магнитом для туристов. Конечно, конечно. Но тем не менее, все равно этот предприниматель отобьет свои деньги, ну не за 2-3 года, а десятки лет уйдет на это. Даже если вот, представьте, небольшая гостиница, да, будет. Ну там будут 7 человек проживать. Вот 7 человек. Вот и даже если будут круглый год жить там, да, по 7 человек, скажем, но все равно это будет долгий процесс отбивания тех средств, да. Поэтому это больше такие вот социальные проекты, когда предприниматель осознает, что действительно вот он как бы самодостаточный, ему хочется оставить свое имя какое-то там, да, для своего личного, может, самоудовлетворения, или что признание его там уже как личности, там, да, вот когда человек созревает, ему всегда хочется, чтобы оставить какой-то след свой. У меня остался один вопрос. Вы как раньше занимали должность замминистра культуры и духовного развития. Скажите мне, пожалуйста, что делать музею, чтобы он развивался? И какую роль играет в обществе Национальный художественный музей? Вот, скажем, для меня было поразительно, вот когда я оказался в музее вот, во Франции. Вот, скажем, вот у нас музей Ярославского есть, да, вот. Примерно такой же музей краеведческий, вот во Франции. И для меня было, мы же привыкли, вот здесь вот тишина, тихо, там громко говорить нельзя, там трогать руками нельзя, ничего, все, да. А там дети бегают, прыгают, там эти какие-то эти стоят чучела там животных, они их трогают, знаете, и никто слова не говорит. Для меня это был просто культурный шок я получил, да, потому что там, ну, когда все в движении, люди там, на детей никто не обращает внимания, там, и я был так удивлен, а потом подумал, действительно, ведь, ну,
Если дети, вот они вот в музей там ходят с детства там, да, вот для них это нормальное состояние, потом они уже и начинают присматриваться, смотреть там, да, уже впитывают эту культуру как бы в себя-то, да, вот. А когда тебя там стоит бабушка, сидит и всегда Нельзя, крикнет, не трогай, не говори, нет. тихо. То есть И- ставятся уже блоки. Да, и уже человек там, когда вот строго с детства ходит, боится там прикоснуться, все там, да, он думает, поскорее бы отсюда выйти, и на свободу. Да. Поэтому вот видите, вот здесь, ну, наверное, не надо так вот прямо брать все, да, с Запада, да, но какие-то элементы, да, вот доступности, наверное, вот надо применять. И потом, скажем, то, что вот мы сидим с вами, беседуем, наверное, это тоже одно из новых каких вот направлений, да, вот развитие вот музейного дела, да, популяризации музеев. И, конечно, вот больше надо, чтобы молодежь была здесь, да, вот ходила здесь, наверное, какие-то уроки, там, что-то еще, там, какие-то по интересам, вот, наверное, проводить какие-то мероприятия. Тем более сейчас вот тут и кафе есть, там, и зал есть, хороший зал, где вот это можно все проводить, эту работу, скажем, а не замыкаться как бы в себе. Поэтому тут надо менять эти подходы, да, вот, немножко по-другому, наверное. Ну и чувствуется, что сейчас маленько как-то вот у вас какое-то движение пошло. Или, скажем, я вот в детстве всегда любил ходить в музей западноевропейского искусства. Вот это Возле исторический площади Дружбы, объект, да. да, это раньше это было областное казначейство, и вот там всегда был музей западноевропейского искусства, картины были. Я с замиранием туда ходил, зимой заходил там, да, всегда там в тишине, как-то вот погружался, совсем в другом мире оказывался. А сейчас я смотрю, как-то народ-то и не идет туда. Да он даже, наверное, не знает. Да, для меня это удивительно. И вот как-то загляну там, вообще там людей Картины нет. 13 века, которые можно увидеть собственными глазами, Да. они находятся сейчас в Национальном художественном музее здесь. И этой информации на самом деле не так много, чтобы человек знал. Да даже вот из моих знакомых, скажем так, редко кто ходит в художественный музей, потому что это не стало так актуально и так модно. Вообще вот интересно, конечно. А я вот всегда ходил, а там были там скамеечки такие были, старинные, то старые скамеечки, там, да, вот и лавочки такие. Я садился и вот и сидел там. Но сейчас погружался, мы да, вот в для этого и создали такой Да. проект, который, чтобы поменять вообще мировоззрение и пользоваться инструментами новыми, которые нам позволяют новые технологии. Ну да. Наш диалог завершается. Пожелайте нашим зрителям ваши напутственные слова. Конечно, вот мы живем в нашей жизни, она бурная такая жизнь, да, куда-то бежим, торопимся, что-то успеть надо сделать, у кого-то карьера-то думает о карьерном росте, там, да, а все-таки вот иногда надо останавливаться и посмотреть на картины, потому что это вот застывший миг. Вот мы бежим, вот раз, остановились какой-то миг и оглянуться. Вот эти картины как раз позволяют. Это как раз вот это миги, мгновение жизни, да, вот. И посмотреть и подумать о себе, о смысле жизни, о своем месте в этом огромном мире, да, вот. А когда идешь вот по улице, вот увидеть старые дома, и тоже надо замедлить шаг и посмотреть. Мы же любим листать дома свои альбомы, семейные альбомы, да, старые фотографии, там, да, вот мы любим смотреть там бабушки, прадедушки там наши, там, да, вот свои фотографии детства, там, да, вспоминаем. А ведь эти старые дома или, скажем, здесь картины, это тот же альбом, Кадры. в принципе, Да. да, тот же альбом, только, скажем, в другом пространстве маленько. Поэтому надо не проходить мимо, а вот посмотреть, взять что-то лучшее, а если есть возможность, и самому внести лепту в сохранение нашего культурного наследия. Классно. Спасибо, что вы пришли, приняли участие в нашем 10-м выпуске. Ну а вам, зрителям, я хочу сказать, подписывайтесь, оставляйте комментарии и ставьте лайки. До скорой встречи.